реформы в части выборного законодательства. Но у нас нет единого мнения, поскольку есть издержки, они объективны. Если депутат избирается по мажоритарному округу, то он идет в рамках определенных границ. Если же по мажоритарно-пропорциональному, то из 25 депутатов из условных 35 идут уже по другому принципу, по принципу, по которому у нас проходит президентская кампания без привязки к конкретному округу, то есть от всей Абхазии. И здесь есть объективно тоже издержки, потому что если взять последние выборы и Цандрижский у нас, он в состоянии перевесить мнение всей остальной части Абхазии, фактически перевесить всех мажоритариев большей части. Поскольку с недавних пор он себя включает практически весь Южный федеральный округ. В этом есть издержки, да, объективно есть, но они вторичны по отношению к тому, что мы в итоге получаем. Если говорить о провластной стороне, я, прошу прощения, буду говорить о людях в третьем лице, которые присутствуют на сегодняшнем заседании. Если говорить о провластной партии Амсахара, то я предположу, что они себя не видят в Единой Абхазии, политической партии, которые определили в качестве главной движущей силы власти. Если говорить о Байтайре, организации, которая всегда была прогрессивной, всегда была за реформы, но с учетом, на мой взгляд, разной идеологической платформы взглядов, застарелых конфликтов и проблем по отношению к отдельным членам политической партии Единая Абхазия, я думаю, они, где у них частно будет давлять над общим. Да и, честно говоря, если говорить о президенте, насколько ему комфортно и насколько ему понравится в том, что не он лидер главной движущей политической силы страны, как это практикуется в мире, тоже для меня вопрос. Теперь, что мы имеем на выходе? Мы все вместе коллективно понимаем, что реформа нам необходима, поскольку мы по-другому никак не стабилизируемся. Вот. В этой связи нам надо дать определение, кто мы. Если мы нация с коллективным разумом, которая способна строить успешные государства, или мы народ, где каждый за себя, где частное определяет, давляет над общим, то если мы не способны к коллективному разуму, тогда мы утеряем нашу государственность. Это дело времени, как только внешняя конъюнктура схлопнется. Поэтому на ответ на вопрос, нужна ли нам реформа, она нам жизненно нужна. Это вопрос выживания нашего государства, это вопрос нашего будущего. Это вопрос становления как нас, как нации. Все остальное, в частности, их действительно много, а то объективно, то субъективно. Теперь, если говорить о нежелании действующих депутатов парламента, я скажу, что в худшем для нашего общества и государства планах можно было бы принять этот закон с отсрочкой, который вступит через один срок, но им лично ничего не грозящим. Но в этом случае мы должны для себя понимать, что мы теряем очередные 5 лет и сегодняшние 2 года. А я боюсь, что этого времени у нас просто может не быть. За текущие 7 лет мир сильно переформатируется. И хорошо, если он переформатируется на правилах, на принципах, за которые бьется Россия, а не на тех правилах, которые насаждает Запад. Вот я закончил свой пич, но я бы просил
проговорить и не убеждать. Мы все здесь люди подготовленные, не в части необходимости реформ, а в части тех болячек, почему мы так или иначе, у нас частное давляет над общим. Нам нужно просто уметь отказаться от своего, чтобы всем вместе на выходе получить то, что нам нужно. Спасибо.